1 июля 2020 года состоится общероссийское голосование по поправкам в Конституцию. Каким образом изменения в основном законе страны отразятся на жизни россиян? В чем суть поправок? Узнаем у доктора политических наук, члена Российского общества политологов Владимира Юрьевича Зорина. Владимир Юрьевич, добрый день. 1 июля у нас состоится общероссийское голосование по поправкам в Конституцию. И скажите, пожалуйста, насколько сильно эти конституционные изменения отразятся в жизни нашей страны, в жизни наших граждан? Какого характера носят эти поправки и сколько их? Ну, во-первых, Айсена, я рад нашей встрече. Я хотел бы поприветствовать всех телезрителей республики. А понимаете ли, в 93-м году мы приняли Конституцию, и надо всегда помнить, что она принималась в условиях такого переходного периода, еще когда не очень было понятно, что мы строим, как строим. В этой Конституции было очень много элементов как бы из старой, из новой жизни. Было много очень хороших деклараций. Но со времени принятия Конституции очень много изменилось. Мы многое пережили. Изменился характер нашей страны, изменилась геополитическая ситуация. Эта декларация не наполнена содержанием как конституционным, так и законодательным. Что эта декларация есть, а в жизни есть социальное неравенство, расслоение общества, есть серьезные злоупотребления служебным положением, неуважение к экологии, все это. И мы уже сегодня знаем, на какие вопросы, болевые точки мы должны обратить внимание для того, чтобы приобрело наше государство завершенный характер социального государства, чтобы оно защищало прежде всего институты власти, а чтобы сама власть была адекватна современным задачам и запросам населения. В наших вопросах, вопросах этнокультурного развития, межнациональных отношений, миграции, я все-таки поближе к своим профессиональным интересам, государственно-религиозным отношениям, что, конечно, все решается именно в органах местного самоуправления. Именно там человек живет, там он идет в школу, там он делает, его родители, заявку на язык, на какой он будет изучать. Там из-за них решается вопрос строительства культовых сооружений, храма, синагоги, мечети, там, ну, что кому надо, да, это все решается там. И конфликты возникают там, и трудности возникают. А у нас это практически органы местного самоуправления сегодня, их права и как бы и возможности не подкреплены ни законодательно, ни и материально, ни вопросами, значит, обеспечения экономических отношений. И это тоже очень важный момент. Конечно, он больше интересует людей, чем там ситуация может быть наверху с точки зрения отношения там, законодательной, исполнительной власти на федеральном уровне. Но это все очень важно. И все эти поправки, они проникнуты в общей идеей улучшения управления, ответственности управленцев и ответственности граждан за подбор этих управленцев, отношение к ним. Конечно, само голосование – это только начало этого процесса, потому что под новые статьи Конституции надо будет принимать законы, совершенствовать наше законодательство, то есть еще будет предстоять очень большая работа. Но сам факт принятия поправок очень важен. И не столько для нас, скажу откровенно, сколько за наших детей, внуков. Мы заинтересованы в том, что они жили бы в государстве, которое бы гарантировало им жизненные права, жизненные условия. Самое главное, что мы будем чувствовать себя увереннее, мы будем более полно знать наши права, которые расписаны в этом очень важном документе, который мы называем поправками Конституции, где-то около 200 статей. Это вопросы социально-экономического самочувствия людей, это защита их прав с точки зрения труда, охраны труда, достоинства личности, взаимодействия государства с институтами гражданского общества. Реально очень много статей Конституции, они поддерживают вот авторитет гражданского общества, необходимость установления
партнерских отношений, новых форм активности граждан, которые вот даже родились в условиях пандемии, это тоже очень, очень важно. Всего насчитано 206 поправок по всей Конституции. Они затронули около 40 статей основного закона государства. При этом в центре внимания всегда должен находиться человек и личность. Вот скажите, пожалуйста, ваше мнение, какие из поправок наиболее актуальны и наиболее значимы для россиян? Вообще на этот вопрос отвечает социология. И она уже ответила, выделила топ-5 самых главных поправок. И при том, что если в элите, в управленческом аппарате там, и в бизнес-структурах идут там, большие дискуссии по поводу роли Совета Федерации, Государственной Думы, нового такого формирования, которое было предложено президентом Госсовета, о порядке утверждения правительства. Это все важно и интересно, но наш народ, население в первую очередь выделяет это сегодня здравоохранение, это социально-экономическое, это гарантированная зарплату, но очень сильно поддержана статья, которая устанавливает, каким должен быть МРОД, а какой должна быть индексация пенсий. Я смотрел статистику, она у нас в социологии фиксируется, можно посмотреть, так по рейтингу поправок у населения, она касается, конечно, личности, наших прав, социально-экономического положения. Но вот лично для меня, как человека, который очень многие годы занимается межнациональными отношениями, этнокультурным развитием, 3 статьи, 67, 68, 69. Ну, почему я их выделяю и для чего нужны эти поправки? Я глубоко убежден, что успех России возможен только в опоре на нашу культуру. Наша древнейшая и богатейшая культура, важный ресурс страны, важнее, чем любая нефть. Она нуждается в охране, это, конечно, долг государства. Ну, еще хотел сказать, что культура и язык – это то, что делает нас сильными, уникальными, а русский язык – это то, что объединяет нацию и самую большую страну мира. Но Конституция ставит задачу защитить все языки, которые есть в Российской Федерации. Если мы не сможем защитить русский язык, языки народов России, то мы можем потерять страну. Это очень важно. Все поправки, да и само голосование в целом пройдет по схеме, как граждане скажут, так и будет. Но при этом, особенно среди молодежи, бытует мнение, что есть в системе и голосования, и в системе правок некий подвох. Как вы думаете, с чем это связано? И это не мегатренд, вот это сомнение и так далее. Просто некоторая часть молодежи, она еще не понимает, что любое голосование – это выражение не просто политической воли человека, но и гражданской позиции. И вот я думаю, что если человек живет в стране, в регионе, конечно, он должен высказывать свою позицию по всем важнейшим вопросам, которые особенно выносятся на референдумы, голосования, опросы. Я думаю, это очень важно. Нельзя строить молодежную политику и политику с молодежью без участия самой молодежи. То есть молодежь должна быть не только, как ученые выражаются, объектом там, политики, но и ее субъектом в хорошем смысле слова, конечно, безусловно. Я думаю, что молодежь поучаствует, и тем более, что в этом голосовании будут использоваться и новейшие подходы, новейшие методы, а молодежь всегда тянется к новому. Голосование там за 200 пунктов, за 200 формулировок, они, кстати, все есть в интернете, можно внимательно посмотреть. Вот. И потом, знаете, все-таки речь идет о пакете конституционном. У нас большая страна, много стратов, много людей, возрастных категорий, интересов и так далее. И поэтому может быть, что у какого-то там гражданина или у человека, который идет голосование, на какой-то вопрос может быть и своя точка зрения, но это не снижает
не должно снижать всего уровня отношений к этой инициативе, которая даже не столько государство идет, это все-таки инициатива идет от общества, которую государство услышало. И поэтому в данном случае заинтересованы в этом голосовании, объективном голосовании все. Лично вы какой формой голосования воспользуетесь? Придете на избирательный участок или все же проголосуете онлайн? Я с удовольствием приду на избирательный участок, я посмотрю, как люди пришли, ну, в смысле, с каким настроением. Вот жаль только, что тут ограничения будут 1,5 метра, там не очень много людей, может, я вспоминаю прежние выборы, вот, или прежние голосования, как проходили. Обязательно я приду на участок. Все-таки важно зафиксировать свою позицию и оставить свой след даже в истории, потом рассказывать детям и внукам, что вы ходили голосовать. То есть, конечно, это не просто какое-то рядовое голосование, а это все-таки историческое событие в жизни нашей страны, я думаю, что которое будет решать и которое нам поможет решать задачи сегодняшнего дня и закрепит все положительные тенденции на перспективу. Да, несомненно, голосование, которое состоится 1 июля 2020 года, должно стать самым важным политическим событием этого года. И, несомненно, важно прийти на голосование и проявить свою гражданскую позицию. Владимир Юрьевич, спасибо вам большое за интервью. Хорошего дня.